Эльмир, ну как кастинг проходит? Вообще волнительно это или нет? Это очень волнительно, особенно когда в первый Тряслась, раз. нет? Я не знаю, почему я себе это придумала, что будут все приветливые, все будут друг с другом общаться. Да, вот такое вот Поехала в зловещее. Москву и думала, что все будут приветливые. Мне дали- Наивная нижнекамская девочка. Вообще, да. Кстати, меня это иногда очень спасает. Здравствуйте, уважаемые телезрители, исәмсез кадерлі дуслар. В эфире программа «Секреты татарской кухни». И сегодня я на правах ведущего осмелился, точнее решил пригласить свою очень хорошую подругу, заслуженную артистку Республики Татарстан Эльмиру Калимуллину. Эльмир, привет! Как дела? Привет, привет. Все хорошо, Рахмет. Я принесла вот такой подарочек. Это мыло ручной работы. Так. Это микрофон. Угу. Это скрипичный ключ. Эльмира Калимуллина, певица, заслуженная артистка Республики Татарстан. Родилась в Нижнекамске, окончила вокальное отделение Казанской государственной консерватории имени Назипа Жиганова. Неоднократно становилась лауреатом и дипломантом различных вокальных конкурсов. А в 2012 году стала финалисткой популярного телевизионного проекта «Голос». Она ведет активную социальную жизнь, участвует в многочисленных благотворительных проектах, являлась почетным послом Универсиады 2013 и чемпионата мира по водным видам спорта. Принимала участие в операх Эльмира Низамова «Алтын Казан» и «Ак-Буре», а также в проекте Константина Хабенского «Поколение Маугли». Выпустила 2 альбома, недавно вышел новый клип на песню «Минсине Хадайдан Сарадом». Знаешь, что мы будем готовить? Нет, не знаю. Даже не предполагаешь? Ну, сухофрукты, мука, что-то вкусное, по всей Сегодня видимости. будет сладкий беляш. Нужен рис, Так, нужен урюк, нужен чернослив, нужен изюм. Естественно, нужно тесто. Так. И будет у нас дрожжевое тесто. Так. У меня есть некоторые секретики. В процессе я тебе расскажу. Итак, в кипящей воде, солоноватой, у нас готовится рис. Мы подготовили наши жимешки. Так. И обязательно мне нужно очень хорошее масло. чтобы все было вкусно, надо использовать, конечно, свежее и качественное масло, поэтому мы Обязательно. используем масло, просто молоко от Агросилы. Вот так вот. Мгм. Отлично. Нам нужно как раз вот 200 грамм. Мгм. Его нужно растопить. Руслан, помоги, Так, ну пожалуйста. я тогда прям включаю уже, да? Тесто я приготовила заранее. Так. Это дрожжевое тесто. И как моя дуаника делала, тесто поднималось у нее как минимум 3 раза. У нас Хорошо. уже рис почти... Нужно попробовать рис. Потому что главное, чтобы у нас рис не переварился. Мгм. Все. Рис можно выключать? Да, рис нужно выключать. И его нужно обязательно промыть. Как вовремя успела, да? Так, масло мы растопили, рис у нас готов. Что-нибудь можно мне делать? Эльмир, Можно и пожалуйста? даже нужно тебе порезать напополам Так. курагу. Ладно, Эльмир, ну, Да. понятно все, готовить ты умеешь. Я так понял, тебя Дуаника учила готовить, да? Дуаника Ты уже, учила, да, мама рассказал, готовила, мама да. учила готовить. Так почему ты стала, например, не поваром, а все-таки пошла в творческую такую профессию, Пошла стала По певицей? наклонной. Ты знаешь, мне кажется, есть какие-то вещи, которые происходят, ну, не знаю, свыше. Так. Как бы судьба меня не проверяла, Мгм. или как бы я там не отнекивалась, у меня постоянно приходил тот момент, когда меня возвращали в музыку. Моя родная тетя Аляпа, она была педагогом в музыкальной школе, преподавала фортепиано. Так. Ближе к маю месяцу, когда уже идут все выпускные экзамены, Мгм. она решила сделать небольшой музыкальный подарок для своих выпускников. И я вместе с ней учила песню «Ва кузнице». Я, знаешь, как пела? Я вставала вот так вот. Так. Можно, да? Мгм. У меня был еще такой бант Так. вместо тюрбана. Красное вязаное платье. Я пела «Ваку, ва кузнице, ваку, ва кузнице, ва кузнице молодые кузницы, ва кузнице молодые кузнецы, они куют, они куют, они куют, приговаривают, к себе Дуню приговаривают». О, Ты знаешь, вот это первое мое появление на сцене, оно было настолько ярким событием в моей жизни. Я помню, что мне впервые в жизни подарили... это сколько лет тебе было примерно? Мне было 6 лет. Так, ага. Мне подарили огромное количество тюльпанов. Да. Мне это так понравилось. И в этот год мы переезжаем в
в другой район, как раз где музыкальная школа находится в 5 минутах ходьбы. Так, Эльмир, ну я практически все вот здесь Порезал? нарезал уже, да. У меня вот тоже тесто на... Что идеально ровно раскатал, идеальный ровный круг идеальная, практически понимаешь? получился. Мы столько лет с тобой знакомы, Эльмир, и я не знал, что ты так хорошо готовишь. Я тоже. Так, это подсолнечное масло. Мы теперь должны сковороду смазать. Так. Не хочешь рассказать, как мы познакомились? Ох, как хочу. Был период, когда я решила, что... Не я решила, судьба так решила, Так. что было какое-то очень маленькое количество выступлений, Ага. а кушать хотелось. Слушай, ты хотел, Допустим, еще и в вот Казани Далеш. живешь. И... А еще живу в Казани, студентка. И пошла работать я аниматором, значит. Был мой первый пробный день. Ага. И тут я, значит, прихожу в один из ресторанов в Казани, где встречает меня Ромалы под именем Руслан. Он уже опытный цыган. И что меня поразило Что? и насторожило? Так. Почему ты такой добрый? Был. Был. Тогда. Ну, сейчас И времена почему ты сразу изменились. начал помогать? Ну, слушай, я тоже так же, когда ты пришел туда работать, и тоже так же не знал, что нужно делать, и мне также помогали. Поэтому, да, первая наша встреча с Эльмирой, вообще знакомство произошло на работе, и мы работали в образе цыган и встречали Да. гостей на каком-то юбилее, что ли, или свадьба Да, это да, была. да, Юбилей, да, да. по-моему, это был какой-то. Так, Эльмир, что делаем дальше? Ромалы, дорогой Руслан. Теперь нужно рис перемешать вместе с изюмом и с курагой и залить это все нашим растопленным маслом. Пока Так. ты будешь это делать, я сделаю крышечку до нашего далеша. Прекрасно, прекрасно. А знаешь, вообще были очень веселые времена. Ну, это были студенческие времена, О, да? да. Что ты пела тогда, вот в консерватории, что ты пела? Скажи, пожалуйста. Я пела романсы, Так. допустим. Ну, ты понимаешь, да, что мы не можем тебя пока? Туманное утро седое, Нивы печальные, снегом покрытые. Вспомнили... я забыла, представляете, слова. Ну, Это всё, был первый курс, все Портая. нормально, все нормально. Прошло 25 лет уже с первого курса, поэтому все нормально. Так, попробуй, Так. пожалуйста. Попробуй. Эльмира. Давай лучше ты попробуй, Эльмир, да. Тебе же... Я масло еще не добавил, кстати. Не надо, пока я хочу Так. попробовать. Мгм. Просто смотри, если изюм и курага, они сладкие, то Так. сахар можно не добавлять. Давай не будем добавлять. У нас Давай. будет здоровый беляш, без сахара. Здоровенный. Масло добавляем в нашу суперсмесь. Прекрасно. И даем ему, так скажем, пропитаться полностью. А перемешиваем или нет? Да, обязательно перемешиваем. Хорошо, Эльмир, училась в консерватории, выпустилась уже, да? И потом пошла на голос. Как так? Каким образом туда попала? Ну, мне кажется, вот опять-таки это один из периодов, когда уже Я тебе что-то... помогу, ну Давай, что давай, ты, давай. ну, ты говори, что тебе нужно. Ну, случилось это, мне кажется, точно так же судьбоносно, как я пришла в музыку. Сидела я на сайте канала, и там вышла заявка, анкета на участие в проекте «Голос». И, естественно, что сделала Эльмира? Что? Начала заполнять анкету. Так. И вот наступает конец августа, мне звонят и приглашают на кастинг. А у меня елки, у меня же День Республики, понимаешь? И я говорю, спасибо большое, но я не могу. Я не знаю, что было на том Действительно, у меня конце же- провода. Она мне говорит, ну вы подумайте, когда вы сможете, мы вас будем ждать. Так. Я еду, помню, в такси и думаю, так, Калимуллина, ты что вообще натворила? Я обзваниваю своих организаторов, говорю, что можно я поеду в Москву, мне очень надо.
Я говорю, да, конечно, мы тебя отпускаем. Угу. И все. И ты уехал. Я уехала на кастинг, но я успела отработать один концерт. Эльмир, ну как кастинг проходит? Вообще волнительно это или нет? Это очень волнительно, особенно когда в первый Тряслась, раз. нет? Я не знаю, почему я себе это придумала, что будут все приветливые, все будут друг с другом общаться. Да, вот такое вот Поехала в зловещее. Москву и думала, что все будут приветливые. Мне дали- Наивная нижнекамская девочка. Вообще, да. Кстати, Так. меня это иногда очень спасает. И что пела? Что пела там, скажи, пожалуйста? Я пела там... Чем зацепила просто Кстати, жюри? знаешь, я там пела песню «Три зимы» Константина Меладзе. Это вот «Три зимы я верила, чудо светлого ждала, и, видимо, дождалась. Три цветка я сорвала, только в косу не вплела». А Ну, как тебя после второй- такого исполнения нельзя было взять? Нельзя было. Почему? Потому Нельзя что было не взять. Мне кажется, что решающим моментом было то, что я спела потом «Хабанеро Кармен». Давай, поехали. L'amour est un oiseau rebelle que nous le dapet apprivoise. Et c'est bien va qu'on l'appelle, celui qu'on vient de refuser. Rien n'est fait, mais la soupe prière et parlez bien, s'il vous plaît. C'est l'être que je préfère, il n'a rien dit, mais il m'appelait. Любовь, 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 любовь. Там-там-там. Как у пташки крылья. Она в небо. Браво! Молодец, Эльмир. Что у меня за талантливые друзья, просто невероятные Я не вообще. слишком много пою, кстати. Ты слишком мало поешь, я бы тебе даже сказал. Мы в рис, где у нас изюм и курага, добавляем немного чернослива. Оннары мында без мойна салабус. Мы добавляем еще масло. Много еще мы масла туда добавляем или нет? Буквально, знаешь, ну 3-4, ну 5 кусочков. Угу. Немного. И мне нужно молоко. Буквально 3 столовые ложки молока заливаем рис. На глаз можно или нет? Ну давай, я буду Смотри, следить. смотри. Все, Видишь? прекрасно. Знаешь, для чего это нужно? Для чего? Для того, чтобы наш рис просто пропитался, взял в себя всю негу масла сливочного. Кого что взял? Что? Негу. Негу? И теперь мы Закрываем. наконец-то закрываем наш бялишек. И потом мы добавим сверху Масло и молока. нашу крышечку. Эльмир, ну окей, прошла ты, значит, кастинг, все, спела как нужно. Что было дальше? Что было интересно в самом проекте? Так сказать, всю эту кухню изнутри тоже. Для меня самым магическим моментом было выступление именно на прямых эфирах. Потому что когда... О, это же, мне кажется, гипер-супер ответственность просто. Это ответственно, и я была поражена тому, насколько команда слажена, что, допустим, помимо того, что у ведущего Дмитрия Нагиева постоянно в ушах есть Кто-то. кто-то, и Который он молодец, Так. концентрация внимания, и, естественно, перед каждым прямым эфиром были генеральные прогоны, которые записывались. Почему это делается? Для того, чтобы, если вдруг произошел какой-то сбой в системе вещания, Мгм. то сразу же быстро Автоматически включается запись. да, реагирует и включает запись. У нас был один такой момент. С тобой это случилось? Это или было не со мной, это случилось с моей подругой Настей Спиридоновой. Так. Причем этого никто бы не заметил, но на генеральной репетиции у нее была одна прическа, а на прямом эфире Ай-яй-яй. другая. Ай-яй-яй. И- Как так можно было? Ну? ну, ничего страшного. Это буквально было, знаешь, на
как раз на ее одно выступление на 3 минуты. Потом все стало на свои места. И вот эта магия, когда, знаешь, ой, мамочки, мурашки по коже, отсчитывает, говорит, так, до прямого эфира осталось 2, 1, поехали. И все. Мы Расскажешь, выходим мне в прям эфир. самому что-то волнение какое-то. Прям. Как будто мы в прямом эфире тоже Слушай, работаем. мы в прямом эфире, и вот мы на раз-два И уже все практически и приготовили. приготовили бялиш почти. Мне нужно, чтобы ты мне помог сделать посыпку. Да, сверху. как делается посыпка, скажи, Нам пожалуйста. нужно масло, нам нужна мука и нам нужен сахар. У нас все Всё. есть. Сколько нам нужно? Чайную ложечку всего, Так. по чуть-чуть. Эльмир, ну в Да. итоге. Жизнь после голоса. Есть. Назовем ее так. Она Она есть, есть, да? И какая она? существует. Скажи, пожалуйста. Она интересная, она дает, конечно же, безусловно, совершенно другие масштабы, потому что благодаря этому проекту узнали не то чтобы обо мне как о личности, Мгм. а мне отрадно, что узнали вообще о моей творческой жизни, Так. о песнях. И огромное количество людей, которые, в принципе, никак не знали ни Республику Татарстан, ни нашу культуру, Мгм. начали приобщаться и начали слушать татарские песни. Ой, это здорово. Вот Это это очень большая круто. победа. Так, Эльмир, ну вроде я все сделал. Да, готово, молодец. Так. Теперь давай посыпай сверху. Прекрасно. Вот этим вот. У меня свои методы. Мы ни под кого не косим. Все правильно. Мы делаем сами. Мы свое делаем это собственное. по-татарски, с любовью. Матурит Матуй трепкне. треп- Теперь, наконец-то, мы отправляем это в духовку, разогреваем ее до 200 градусов в разогретую духовую печь. Мы кладем наш бялиш На на 1,5 часа. Отлично, прекрасно. Но следим обязательно, чтобы, если что, чуть-чуть уменьшить градусы. Ну все, Это мы, да. ура. Так, ну все, отправили. Друзья, сейчас мы прервемся на небольшую рекламу. После вернемся и продолжим готовить. Сладкий бялиш. Для начинки рис отварили в подсоленой воде, пачку масла растопили. В глубокой посуде смешали рис, изюм, курягу, полили растопленным маслом и хорошенько перемешали. Заранее подготовленное дрожжевое тесто разделили на 2 неравные части. Большую раскатали и выложили на смазанную растительным маслом сковороду. На тесто выложили подготовленную начинку, отдельно добавили чернослив и небольшие кусочки сливочного масла. Сверху начинку накрыли вторым раскатанным пластом теста и защипали края. Подготовленный бялиш посыпали сладкой крошкой и поставили в разогретую духовку на 1 час. Друзья, ну что ж, мы вернулись. Напоминаю, это «Секреты татарской кухни». И сегодня у нас в гостях моя замечательная подруга Эльмира Калимуллина, заслуженная артистка Республики Татарстан. И мы готовим сладкий бялиш. Мы уже его приготовили, засунули в духовку, ждем, пока он испечется. Что будем делать сейчас? Я хочу тебе предложить полезный, вкусный завтрак. Нам нужен творог, нам нужен банан и нам нужно молоко. Творог, банан, молоко. Давай Все есть. ты банан тогда порежь, а я пока возьму творог. Мгм. Ну, где-то, наверное, полпачки. Прекрасно. Да. Так, хорошо. Теперь, прошу вас, заливаем молоко. Мгм. Много? Лей. Эльмир, ну а сейчас что у тебя в жизни происходит? Творчество. Ой, у нас Расскажи. прошел гастрольный тур по Да. Татарстану. Достаточно. Так. Это была Казань, Нижнекамск, Альметьевск, Челны. Мы с музыкантами и с балетом поехали с новой программой музыкальной. И я так счастлива. Хорошо, но мало. Хорошо, но мало. Но я был на этом концерте, этот концерт был просто бомбический. Спасибо. Ты молодец, ты большая молодец. И сейчас самое главное, мы начинаем работу большую, но уже студийную. Будем записывать 2 альбома с музыкантами. Это татароязычный и русскоязычный. Так. Потом предстоят у нас скоро гастроли в Германии. Мы Ого. с Эльмиром Низамовым туда летим. О, Эльмир Низамов, Жавдетович. Да, он приходил к нам на прошлой передаче, кстати. Вообще он очень хорошо готовит. А потом мы собираемся с нашим спектаклем «Элиф» Так. поехать в Мексику. Нас Так. пригласили единственных из России на международный театральный фестиваль, который будет проходить в Мехико. Жужжим, жужжим.
Я думаю, достаточно. Эльмир, мне уже хочется попробовать все, что мы с Нет. тобой приготовили, потому что, смотри, он уже почти что дошел. Это у нас все готово. Все, давай, сейчас все накроем и будем пробовать уже. Файдалы эшемлек – полезный напиток. Банан нарезали на крупные кусочки, добавили половину пачки творога, залили 1 стаканом молока и при помощи блендера взбили до однородной массы. Ну что, дорогие друзья, все у нас получилось, все у нас готово. Выглядит это все очень вкусно, невероятные запахи просто. Эльмирка, давай, Да. как будем пробовать? Сначала мы вот этот вот кружочек, нашу крышечку разрезаем. Потом на мелкие тоже кусочки. И каждому в тарелочку. Вообще аромат, конечно, Да, невероятный. невероятно. Эльмир, ну слушай, Я- давай, пока раскладываем, расскажи мне, пожалуйста, у тебя относительно недавно вышел клип на твою песню. Да. Минь Сина Ходайдан Срадам. Так. Ой. Где снимали? Как снимали? Расскажи, пожалуйста. Песня очень красивая, правда, для меня очень такая знаковая. Снимали мы этот клип в Бухаре, Так. в Узбекистане, с прекрасными ребятами. После того, как они все сняли, Так. моя замечательная подруга Ильсияр Дамаскин сделала крутой монтаж клипа. Мгм. И вот сейчас он живет на просторах медиапространства и в интернете, и на телевидении. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, моим друзьям. Это Эльмиру Низамову и Резиде Кубаевой за... Мне кажется, это такой, знаешь, мини-шедевр. Ну, клип вы можете посмотреть в интернете, а услышать эту песню, так сказать, оригинал этой песни прямо сейчас. Tiksinib özledim tonlardan, özledim topuğa yuradan. Toңыбыз, жаныбыз бәрбәтен, мен сені Ходайдан сұрадым. Браво. Эльмира, очень красиво. Ну что, дорогие друзья, мы готовы это пробовать. Эльмира, давай. Я готова. Давай. Темна була. Очень там невероятно. Просто, Эльмир, серьезно, спасибо тебе огромное. Он такой нежный. Ох, эти все сухофруктики, такой сладенький. Прям класс, класс, класс. Спасибо. Ты не обманула нас, когда пришла и сказала, что умеешь готовить, действительно. Ох, ну и давай теперь твой полезный напиток, Давай. полезный завтрак. Файдалы эшемлек. Пусть это будет так называться. Я не знаю, пусть Я это рад. будет так называться. Файдалы эшемлек. Да. Ну как? Тебе самой нравится? Мне нравится. Ну, конечно, нравится. Ты каждый день пьешь, и нам тоже это очень нравится. Эльмир, спасибо тебе огроменное. Эльмира, спасибо тебе огромное за то, что пришла к нам, раскрыла свои секреты своей кухни. Мы очень рады были тебя здесь видеть. Спасибо огромное. Я тоже была рада побывать у вас в гостях и испробовать на вашей кухне приготовить бялиш. Да. Спасибо тебе большое. Мы желаем тебе дальнейших творческих успехов, Спасибо. чтобы все у тебя было классно и хорошо. Друзья, ну а вы не забывайте смотреть нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Это были секреты татарской кухни. До свидания. Сау было у нас. Пока. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Дорогие друзья, программа «Секреты татарской кухни» объявляет конкурс «Лучший народный рецепт». Что нужно сделать для того, чтобы поучаствовать в этом конкурсе? Свои видеопрезентации и рецепты загружайте в нашу группу ВКонтакте до 31 августа. В сентябре мы с помощью зрительского голосования определим 2 финалистов и пригласим их к нам сюда, в нашу студию, в нашу программу, где они будут сражаться за звание победителя в конкурсе «Лучший народный рецепт». Я всем желаю удачи, а все подробности в нашей группе ВКонтакте.